Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится с вами в ближайшие минуты, в ближайшие часы, в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая-то неожиданность, какое-то стремительное развитие событий, и вы будете радоваться как ребенок. Как будто бы вам дают еще одну возможность, либо вам дают второй шанс, либо ситуация повторяется, но в этот раз очень удачно для вас. Вы уже приблизительно понимаете и знаете, что вам делать, чего от вас хотят. И вы как бы на радости говорите: да, я это сделаю, я этого добьюсь. Какой-то прям неожиданный момент мне идет. У кого-то в ближайшие минуты, у кого-то в ближайшие часы, у кого-то в ближайшие дни. Но вы все разные, все-таки поймите. Вам нельзя упустить этот шанс, вам нельзя упустить эту возможность. Верьте в себя. Тем более, еще раз говорю, вы знаете, что делать. Все, что нужно, у вас есть. Легкого пути, да, и побед вам побольше. Побольше побед, побогаче побед, порадостнее побед. Да, вот как-то так мне хочется вам сказать. Здесь, буквально, вот как с неба вам руку протягивают и говорят: давай, ты заслужила, либо ты заслужил. Попробуй еще раз. В этот раз у тебя все получится. Вот высшие силы знают. Про вас очень много знают. Знают о том, чего вы хотите, на что вы способны и что вы по итогу должны получить. Этот шанс нельзя упустить. Мне идет повтор. Уже такое было. Либо, допустим, может, подобное было. Либо вам когда-то сказали нет, а теперь вам говорят да. И надо этим пользоваться. Обязательно нужно этим пользоваться. Еще говорят, что вам как будто бы в спину кто-то будет дышать, в затылок кто-то будет дышать, идти по вашим стопам. Буквально на пятки вам наступать кто-то будет. Не оглядывайтесь на этого человека. У этого человека только одна задача — вас отвлекать, не дать вам возможность сосредоточиться, сконцентрироваться на этом деле. Вот, ни на кого не отвлекайтесь. Делайте то, что умеете, то, что знаете. Дальше. Здесь какой-то человек перевернутый всплывет ни с того ни с сего. Очень похоже на как встреча в интернете, встреча благодаря телефонной связи. Тот, кто пропал, тот, кого давно не было, не видно, не слышно, за кем даже тропа заросла, да, именно этот человек всплывает ни с того ни с сего. Человек как будто бы ничего и не случилось, как будто бы все в порядке, только вчера расстались. Вас, конечно, это немножечко покоробит. Вы скажете: да как так? Да кто ты такой? Что ты себе там надумал? Вот прям выскажитесь, пар выпустите на этого человека. А человек будет говорить: да ты что? Зачем ты так? Да? Не порть настроение. Зачем ты там в прошлое ковыряешь? А вы такая: нет, я буду ковырять, пока не скажешь, куда пропадал, либо куда пропадала, пока всю правду не расскажешь. Вот как-то будете говорить, взаимодействовать. Не могу сказать, все ли вы узнаете, либо частично, но человек попытается максимально сгладить, нивелировать этот конфликт и о чем-то с вами даже договориться попытается. Дальше. Женщине мужчина корону, смотрите, такую большую предлагает. А мужчина еще такой странный, знаете, как полумужчина, полусобака. Типа верный, да, настоящий друг, верный, преданный, вам доверяет, в вас верит. И вот он вам предлагает корону. Вы смотрите на эту корону и не знаете, как вам реагировать. Либо не можете слов подобрать. Смотрите, у кого-то отыграется ситуация, что вам на работе мужчина, начальник, будет предлагать повышение, занять более высокую должность, либо расширить круг обязанностей. У кого-то отыграется, что этот мужчина-друг вдруг вам предлагает
занять место подле себя в своем сердце, ну, как бы быть невестой, да, скажет, давай встречаться, и вы такая, не знаю, что на это сказать. У кого-то может мужчина предлагать вам брак, и также мужчина может предложить вам венчание, скажет, давай повенчаемся, может, вы уже женаты, да, давно женаты, и тут он такой, давай повенчаемся, давай и перед Богом будем мужем и женой. Но у вас такая странная реакция. Во-первых, он застанет вас врасплох, это 100%. Во-вторых, вот чего-чего, а корону не очень хочется примерять. Может, у вас мысли другим заняты, либо вы на другое сосредоточены, заточены, а тут на себе корону целую предлагают. Кстати, корона очень большая и, судя по размеру, очень тяжелая. Да, может, скажете, ну не знаю, ну не хочу. Не хочу усложнять себе жизнь, не хочу брать на себя там какую-то суперответственность, да, вот как-то будете тоже немножечко вилять, ни да, ни нет не говорите, да, как морочите голову этому мужчине. Ну, поскольку он мужчина полусобака, я думаю, что с ним ничего такого плохого не случится, он верный, он надежный, он будет ждать, да, будет ждать, пока вы согласитесь. Дальше, какие-то чертики беснуются, вот как воруют ваш покой, либо тревожат вашу нервную систему. У кого-то соседи, да, вот прям как бес вселился в ваших соседей, и они там с ума сходят. Они там что-то кидают, швыряют, не знаю, танцуют, поют. У них там какая-то сходка, да, очень громких людей на копытах, все стучат. Может, будут гулять, может, всю ночь будут гулять, может, там будут что-то ремонтировать. У кого-то отыграется, что это не соседи, а, допустим, какие-то шумные люди во дворе. У кого-то на работе, может быть, вам нужно сосредоточиться, а у вас там какие-то строители стену долбят, да? Либо что-то такое делают, а шум, он прям на нервную систему давит, раздражение может пойти. Ну что, хороший вариант это что? Беруши, да? Беруши, если есть, найдите, если нет, то прикупите, точно пригодятся. Потому что никак воздействовать на этих людей вы не можете. Ну, если строители, понятно, они скажут, ну, это рабочее время, нам надо, мы работаем. Если это соседи, то на них навряд ли можно найти управу, а ходить вот это ругаться, они потом продолжают то же самое делать, это прям совсем не вариант. Дальше. Вижу, что вы что-то будете готовить, либо по новому рецепту, либо это проба рецепта, либо это давно забытый рецепт, да, вот чего-то вкусного, вкусняшку будете готовить. Ингредиенты, да, будете подбирать, приготовите. И вот вижу, что кого-то будете угощать, ну, либо домашние ваши будут угощаться. Смотрите, всем понравится, а вам почему-то не очень понравится. Как-то на ваш вкус как-то не очень вам покажется. Хотя все прям будут есть, хвалить, и действительно будет вкусно. Немножко как разочаруетесь. Либо скажете, надо доработать этот рецепт, либо там, может, найти похожий, может, я что-то не то там положила. Скорее всего, у вас просто поменялся вкус, либо у вас вкус настолько изысканный, что вот обычная еда уже вам кажется какой-то не такой пресной, может быть, кажется. Но всем понравится. Вот кого будете угощать, кто будет кушать вашу еду, всем будет нравиться. Много разных ингредиентов я вижу. Еще почему-то будете жалеть и думать, ой, я столько денег потратила на эти ингредиенты, да, а мне вот вкус не нравится. Ну, на самом деле это вкусно. Дальше острые моменты, острые слова, вернее, даже не моменты, а слова. Хотя, может быть, и моменты. Вот там, где напряжение, оно прям чувствуется в воздухе, хоть топор вешай, да. Но вот мне идет, что будет таких две ситуации, либо вот с двумя разными людьми вы там прям чуть ли до скандала не дойдете. Но, тем не менее, хоть и остро, но конфликта я не вижу. То есть как-то все-таки будет сглаживаться. В последний момент, как отмена идет, а все, не ругаемся, все, успокоились, разошлись, решилась, да, вот как-то так идет. Но нервы, да, на пике нерва идет. Пощекочите себе нервы, ну, либо кому-то пощекочите, может, вы кому-то устроите разборки, тоже может быть. Но с левой стороны, как бы сейчас это в голову не приходит, и для вас это как бы, ну, спонтанно, наверное, либо неожиданно произойдет. Дальше, мои хорошие, 2 мешка, и вам нужно выбирать. Это, конечно, хорошо, что выбор есть, но с другой стороны, это мешки. Не видно, что внутри. А вдруг там котик сидит, а вдруг там, не знаю, там языки какие-то лежат.
То есть вам придется максимально довериться своей интуиции, а у кого-то будет проба пера, да, вы будете пробовать свою интуицию, чтобы вот прям выбрать хорошее, да, хороший мешок для себя выбрать. Вот прям намучаетесь, честно говорю, намучаетесь, но выбор свой сделаете. И вот выбор ваш будет максимально классный, максимально правильный. И вы скажете, вот это да, вот это я могу. Прям сами себя порадуете, сделав очень правильный выбор. Дальше показано, что вам от какого-то человека нельзя скрывать свои эмоции, свои чувства. То есть то, что вы думаете и чувствуете, вы должны об этом сказать. Иначе вы упустите очень важный момент между вами. Знаете, как мне показано? Либо вы сближаетесь и улучшаете свои отношения, либо вы расходитесь, как в море корабли. И это все у вас случится у кого-то в ближайшие минуты, у кого-то в ближайшие часы, у кого-то в ближайшие дни. Если у вас есть чувства, если у вас есть эмоции, если там не обязательно про любовь, про симпатию, может, вы недовольны, например, либо у вас есть свое видение, обязательно этим поделитесь. Поверьте, ваша честность вам на руку сыграет. Вы с человеком найдете общий язык и очень сильно сблизитесь. Если вы промолчите, либо сделаете вид, что вам все равно, что вам ничего не интересно, этот человек, он покинет вашу жизнь, причем либо навсегда, либо на очень-очень долго. Вот, не допустите этого. Этот человек вам нужен, либо еще в жизни пригодится и пригодится не раз. Не стесняйтесь своих эмоций, не стесняйтесь своих мыслей. Чем честнее вы будете, тем лучше будет для вас. Дальше. Кто общается в интернете? Мужчина может чудить. Причем чудить, просто вот как белины объелся. Что попало? Писать, говорить, предлагать. Возможно, он будет пьяненький, возможно, что-то другое, да, вот, связанное с опьянением, но уже не алкогольным, а немножко другим. Может быть, у кого-то еще отыграется, что от его имени кто-то будет писать. Его взломали, и вам начинают писать. Не спешите его блокировать, там нужно разбираться. Но вот вижу ваши эмоции, вы такая думаете, ух, паразит, что творит, сейчас заблокирую, сейчас улетишь у меня в бан. Но вот у кого-то точно отыграется, что мужчину взломали с его аккаунта, может, даже какие-то подростки пишут, да, либо злоумышленники, не знаю кто. Может, там ревнивая бывшая взломала его аккаунт и пишет вам всякие гадости. Не спешите блокировать, там надо разбираться. Я вижу, что тот, кто на расстоянии, он к вам очень серьезно настроен, и у него к вам действительно чувства. Очень серьезные намерения, я бы даже сказала. Но кто-то мне идет взломает, либо человек будет не в том состоянии, кто-то воспользуется, да, и начнет там всякую гадость вам писать. Что специально его напоят, чтобы он зашел в свой аккаунт, человек этим воспользуется. Дальше. На работе будут потрясения. Кто работает, неважно, найм, либо сами на себя работаете, будут потрясения. Но потрясения такого положительного характера. То есть обычно люди к чему? К худшему готовятся, правильно? А тут потрясения к лучшему. То есть, допустим, могут объявить, что проворовавшегося начальника снимают, а придет новый, честный, порядочный человек, либо из своих назначат, из тех, кого вы знаете, с кем давно рука об руку работаете. Также, если работаете сами на себя, могут быть какие-то льготы, поблажки, какое-то облегчение, налоги, проверки, что сертификаты, может, какие-то качества, либо лицензии, какие-то поблажки. Вы скажете, никогда не думала, что для людей что-то может улучшиться, да, понравится. Вам понравится то, что произойдет. Еще у кого-то на работе очень денежное, выгодное предложение идет. Если сами на себя работаете, то, возможно, очень денежный клиент зайдет, новый клиент, который все закупит, все скупит, либо закажет самые дорогие услуги. Если работаете на кого-то, то, скорее всего, ваше предприятие получит большой выгодный заказ. Либо если вы работаете с партнерами, работаете с клиентами, то через вас будет оформляться, да, какой-то очень серьезный заказ. Возможно, даже премию получите. Возможно, хороший откат вам пойдет, как бонусы, да, проценты от продаж. В общем, будет над чем поработать и будет чему порадоваться. Хороший знак. Дальше. У кого-то свидание произойдет. Свидание, такое, знаете, мужчина как-то себя
странно ведет. Мне вот кажется, что у него что-то болит. Ну, допустим, у него может болеть зуб, у него может болеть спина, не знаю, рука, что хвост может болеть. Но он не хочет вам в этом признаваться. Он говорит: да, у меня все хорошо, я там, может быть, устал, ну, не обращай внимания. Вы прям чувствуете, что он какой-то другой, вообще какой-то вялый, кислый, странный, как-то реагирует на все по-странному. Вот он скрывает, что у него что-то болит. Именно болит, вот физическая боль мне идет. Ему не хочется показаться слабым, таким, знаете, аленьким цветочком. Ему хочется, чтобы вы думали, что он прям такой мужик, там, броня, стержень. А у него такое состояние, вот прям хочется плакать, потому что очень сильно болит. Вы, как девушка мудрая, предложите ему таблетку, там, не знаю, от головной боли, от усталости. А сами купите самый сильный обезбол, ему подсуньте. Ну, только так. Он не признается, что у него болит. Особенно если вот зубы, вообще не признается. Он, скорее всего, стоматологов боится, поэтому и не признается. Вот. Ну вот обезболивающее ему подойдет. Как раз-таки то, что ему необходимо. Так, и еще. Есть какие-то люди о вас будут говорить с друг другом о вас, о каких-то перипетиях вашей жизни. Ну вот, можно было бы сказать, что обсуждают, но на самом деле нет. Это не обсуждение, это, скорее всего, делятся информацией, да, делятся информацией о вашей жизни. Вас то ли пример кому-то будут ставить, то ли вас будут брать за пример для подражания. Может быть, кто-то попадет в такую же ситуацию, как вы, человек прям очень сильно расстроится, а кто-то, например, знает вас и будет о вас рассказывать, что вот знаю женщину либо мужчину, вот такая ситуация была, человек кто-то предпринял, так-то сделал и вот справился. Вы, возможно, совершенно случайно либо услышите кусочек разговора, либо вам кто-то скажет, что про вас говорили. Не думайте плохо, там ничего плохого не будет сказано, ни одного плохого слова про вас не будет сказано. Просто либо вырвут из контекста и вам передадут, либо вы сами, да, вот вырванную часть из контекста услышите. Не судите этих людей, они ничего плохого о вас не говорят, наоборот, они как бы в пример вас ставят. Берут вашу практику, ваш опыт для того, чтобы применить у себя в жизни. Дальше, мои хорошие, добиться любой ценой. Вам что-то нужно будет добиться любой ценой. Вы очень много времени на это потратите, но вы своего все-таки добьетесь. Знаете, как будете возвращаться домой, как усталая, помятая, но счастливая, да, либо счастливый, потому что то, что вы хотели, вы это получили. Ну, похвально, конечно, но с другой стороны, я вижу вашу усталость, я вижу вашу даже какую-то изнеможденность. Вот настолько вы себя потратите, чтобы что-то получить. Хочется спросить, а оно стоит того? Да? Стоит ли оно того? Стоит ли вам, там, не знаю, где-то в холоде стоять, либо чего-то в холоде ждать, может быть, с кем-то там выяснять отношения? Стоит ли оно того? Да, стоит ли овчинка выделки? Вот перед тем, как бросить все свои силы на то, чтобы чего-то добиться, всегда ставите перед собой такой вопрос: стоит ли оно того? Вот у кого-то 100% не стоит, но вы прям убьетесь, добиваясь того, что вам надо. Да, вы получите, но какой ценой? Потом будете неделю в себя приходить после этих событий. Ну, либо что-то важное не успеете сделать, либо там отмена пойдет. Понимаете, нужно все-таки наперед думать. Это как, ну, такая подсказка, наверное, вам от небес. Дальше мельница крутится все быстрее и быстрее. Ускорение событий. И также кому-то совет: не перегори. Потому что вы можете так закрутиться, у вас ну вот силы могут закончиться, да, вот прям выгорание может произойти. Понятно, что хочется все сделать, хочется все успеть, хочется быть не хуже, чем другие, но вот может быть перегорание. А у кого-то настолько события ускорятся, что вы вот как этот электровеник будете туда-сюда бегать, несколько дел одновременно делать. Ну и понятно, что это чревато большой усталостью, ну, для вас именно. Берегите себя, вот берегите, любите себя и берегите. Дальше знак медицины. Ну, кто-то явно будет посещать медучреждения, либо учреждения, связанные с медицинскими услугами. Ну, что сказать. Как-то вот, знаете, быстро. Все случится очень быстро. Как сквозняком протянуло, да?
очень быстро. Может быть, даже не будете до конца удовлетворены, либо не совсем поймете, что там было и вообще зачем это все было, но вот быстро мне идет. Все случится очень быстро. Дальше, мои хорошие, показано, что вы какого-то человека легко сможете уговорить на то, что нужно, либо выгодно вам. Человек как-то с удовольствием пойдет на ваши уговоры и полностью переключится на вас. Допустим, если вы жена, вы сможете мужа уговорить на что угодно, либо там ребенка, если вы женщина, ребенка можете уговорить, там, родителей можете уговорить, начальника можете уговорить, коллегу можете уговорить. То есть вас поразит, насколько люди вот прям такие легкие на подъем, там никто не спорит, никто не отказывается, все такие, ага, да, давай. Вам прям понравится. Либо вы настолько будете красноречивы, либо подберете такие аргументы, что людям даже в голову не придет отказаться, либо там поспорить. Да, вот этого ничего не будет. Дальше показана большая курица, но она прям, знаете, такая мясная, да. Не несушка, а именно мясная курица. Это как трофей, который вы обретете. Выгодная покупка, полученные деньги, полученная прибыль. Даже могут быть какие-то материальные поощрения. И перо. То есть как-то вот все само собой очень органично случится. И очень приятно это будет вам. Вы прям порадуетесь. Эту курицу домой принесете, всю семью накормите. Скорее всего, да, на семью, на дом потратите эти деньги, либо это материальное поощрение. Ну что ж, надо и семью радовать, и в дом свой что-то покупать, украшать. Кстати, по поводу украшения дома. У кого-то прям такие планы, грандиозные планы на то, чтобы украсить свой дом. Будете прям очень продумывать, может прорисуете, эскиз какой-то сделаете. Кто-то заказы в интернете декора будет делать, кто-то по магазинчикам пойдет искать то, что необходимо. Но у вас состояние сказки, да? Хочу дома красиво, хочу дома сказку сделать. Да, вы можете, у вас очень классный вкус, прям такой неповторимый. Вы умеете делать уют, создавать уют. Это копеечка, да? Но вам это будет все-таки, наверное, стоить. Кому-то времени много стоить, а кому-то именно материально, да, вложиться нужно будет. Дальше птица к вам летит, но у птицы что-то для вас есть. Птица что-то вам в клюве несет. Подарок, может посыльный придет, принесет вам от кого-то подарок. Может быть, это интернет-заказ, может быть, это посылка от каких-то добрых людей. Но птица летит, в клюве вам несет. Может, даже правительство, да, вашей страны людям под Новый год какие-то подарки рассылает. Неожиданно, но приятно. Что бы это ни было, вы улыбнетесь, да, это не будет грустно, это будет с улыбкой у вас. Также, мои хорошие, я вижу, что кому-то какое-то долгожданное письмо придет. Письмо, но тут не от человека конкретного, а больше похоже от какой-то организации, от какой-то структуры. Вы прям глазам своим не поверите, протрете глаза, скажете, не может быть. Полгода шло, либо год шло, наконец-таки пришло. Какое-то письмо счастья вам придет. Дальше. Какой-то человек дергает вас со своими просьбами. Вас действительно прям одолеет, достанет. Вы даже как-то грубо этому человеку скажете, отстань от меня. Какая-то просьба, и человек прям не хочет ничего слышать. Дай и все, сделай и все. Прям ходит за вами, конючит. Если ребенок, то понятно. А если взрослый, то это прям уже серьезный такой диагноз, да, что не понимает ничего. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы выше, чем другие станете. Вы намного выше, чем другие люди. Буквально на плечах у других людей стоите, а может даже на голове у других людей. Это заслуженно. Вы к этому долго шли. Понятно, что вас будут за это осуждать, но то, что вы станете выше, чем другие, это будет справедливо. Добиться больше, чем другие, получить больше, чем другие, чтобы вас хвалили, чтобы вас вверх по карьере, например, направляли. Вы все это заслужили. Но у кого-то идет, что вы обгоните своих конкурентов. Да, если вы в каком-то бизнесе, либо в каком-то конкурсе,
вы обгоните своих конкурентов, и это заслуженно. Конечно, будет хейт, но вы должны быть к этому хейту очень и очень глухи. Этот хейт, это, ну, как можно переводить в комплименты. Вот. Это значит, что вы действительно показали прекрасный результат. Недовольные будут всегда, понимаете? Под кого-то подстраиваться, но оно того не стоит, потому что никто не будет подстраиваться под вас. Вот вам идет, вы и берите, вы идите, вы поднимаетесь, никого не стесняйтесь. И главное, чтобы вы за собой никого не тащили, потому что вам лишний груз, он прям совсем не поможет, а может вас остановить, либо вообще, знаете, как вниз можете с этим грузом слететь. Никого не берите на себя, никого за собой не тащите. То есть это ваше звездное время, это ваш звездный час. Все, наслаждайтесь, вы это заслужили, вы этого достойны. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.